В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум, главное сегодня. Правда ценою жизни. Этот день служит напоминанием о мастерах слова, отдавших свою жизнь за свободу. В республике вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Патриоты Отечества. Родственникам погибших в ходе СВО бойцов передали медаль «Герои Чеченской Республики». Валентина Гусевская поделится именами награжденных. Сделай свой выбор. На территории Чеченской Республики будут задействованы 510 избирательных участков. Стартовали подготовительные мероприятия к выборам президента России. Какие новшества ожидать гражданам от избирательной комиссии? Благотворительное мероприятие для пациентов психоневрологического центра лечения и реабилитации детей прошло в столичном дельфинарии. Инициатором праздника стала заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова. Стоит отметить, что она уделяет особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и на регулярной основе оказывает им поддержку. На этот раз для них была подготовлена красочная концертная программа и подарки. Также у ребят была возможность продемонстрировать свои таланты. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов представил куратора батальона имени Байсангура Биноевского. Им назначен начальник службы обеспечения безопасности главы республики Адам Кадыров. С такой просьбой выступили бойцы данного подразделения. Слово Турпалали Тайсумову. Начальник службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров уже известен во всем мире как патриот своей страны и защитник Родины. Являясь истинным мусульманином по своему нраву, он также проявил себя в спорте. И вот теперь по просьбе бойцов нового батальона имени Байсангура Биноевского управления Росгвардии по Чеченской Республике он назначен куратором этого подразделения. О вступлении в должность объявил депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов. خوزی عبالشه بیای باعث فرصت بطلیات حیولش خوزی عمیر پریاتی روی ایزه باق قیم بو ایزه تانا مخچو نخچون مخچو قونخچون مخچو بوسو دین دیش نخچی قام دیش شی مخ لردالوش باقویش ولچون مخچون نه دق دزول دویز دیل قیتا بو ایزه هون الچونه وینا دائما مخچو خیره نخچی قام نخچی قون خوی بوسو دینتی نخچی لیتی غلطی غلطی خلا صندیل تهل دال غزوت قبل دول أعمل حاج أروي حدود ده بوسو أور وي قوم حلقي وي قوم إستوريا قهيك بول ديل ده قهيك بول وي قول خوي ترشة وين بقى الشيخ منصور إيش بويز خير إيش قبول شير ريوتش تاق أوليش بوسو أور بوسو يرتشكا ودي داخل البولش قول خوي ترشكا ترشتوخش وي بيخ داس بوك بول بويزه دوق دويز هودا تشونا تاني وينا هردين رابولو تشينا دا غازو قبل دول عمل حاج تغليرش قيمش قوچور دويتي الشي غيدا جايتشي تختيش دو تشحدو حل دو دختي تشوا خوات تغل يهودو اذا بقل عمل حاج دا غازو قبل دول ديل ديش بايامر سنت ديش ديل سلام غلطون نختي قامتو ديزر تهل خوش بولش قيمش كح دينو وينا حقويتش مسلش دور شادريجي دالا هو ديك ده حيق ما دويلوي دال وي مخ ده وي باتشا وي دال دقوا ويل إشت وي قام وي موخ ايو زاب إيش إيما بيرت ده شيء تويل تان شو ما هار شو خزادر شادريجي وي تان أوكرانيا دول شو من ده لاس دو ده لوتش دو ملخو بطلون خلشي ملخو بدرز لين خلشي تان تك دعوة ويش قهوة شوي كوب كريتك تيجي عو وطاح
vay bak vay şeyler barça boştal vay bekdas Ramazan asmaları değil de ayıkçı vay hundon elçi tahallerine tün gazot bilgilolş vay muftis yüç vay aylamşta yüç deşna yüç kızda tağandol düdel çadol ser erbek bol büyük bol satanizm şeytanal iblisal din dazol şhidoş da düzel bakmış şhidoş üç yat boş üç kılta yüz boş yol büyük komşuda dol da isamlat toş vay تعال koyuyor şu tağan vay bekda vay paçanam zar hacı halga olşu qida da koyuyor bu koy dal muqla işte tağan vay Şeyh Mansur batalyon da boy satarayo batalyon okay komandir şu vay masara vay bekdek diğer dina adam işte kurator khilitar da kegiş da Allah tağan adam kurator wal habida so ta şey koyuyor tuş şunu maga ara o batalyonda, uq batalyonda masumet ya vay bert kılır. Kahay bert kiyoş kılır. Şey koyat adam şa tanzim vela zimstak vela şun maha ara oran amdert daqa gers doğurt milk çümet ya gil solq şasan boş kegiş da yok şel baqichan yok masal izami gardoş ona o dala o ya bert kiyoy da vay maserit ya bert kiyoy Ahmet! Zira! Takbir! Командир Бекхан Челаев выразил благодарность Адаму Кадырову за оказанную честь курировать батальон. Он отметил уверенность, что под началом внука первого президента Чеченской Республики подразделение выполнит задачи любой сложности. Тут же он наградил куратора отличительным знаком ведомства и именным пистолетом. Dazal doyok sila layo unda cha kadero família bana doena cha de dia da berkate wo ko akar taroy no me ay san burza ofie Aliás, estou nog niet eens hoog, want we zijn nog small toch? Ja, we zijn nu zeer heel net historie daar, joh. Dat niet meer joh. За образцовое выполнение служебных обязанностей Адам Кадыров наградил командира Бекхана Челаева почетной грамотой. За образцовое выполнение служебных обязанностей почетная грамота награждается командир батальона имени Байсангура Биноевского Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Челаев Бекхан Алиевич. Без почетных грамот не остались и бойцы личного состава. Они выразили благодарность и готовность к выполнению поставленных задач. Ой, доктор, что да, мола, а он также не ахлерна, бойсон батальон ахлерна, он хай кенти, далде обладал азат обладал сама серии. Ой, почат, эдилен дал диакар любой ки праздничец, покошти да что да, мола, любой диакар. Отличительным знаком также был отмечен начальник УГИБДД МВД по субъекту Идрис Черкигов. Награждается символом батальона Байсангура Биноевского значком Черкигов Идрис Рамзанович. Батальон полностью укомплектован. Каждый боец имеет опыт ведения огня. Теперь они сплоченно приступят к выполнению служебного долга. Турпал Алита Исумов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Работа информационщиков всегда была связана с риском для жизни, отметил помощник главы республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Удаев на мероприятии, посвященное ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. На рубеже 2 тысячелетий чеченские журналисты проявляли настоящий героизм. Для нашей телерадиокомпании это особенный день. Она лишилась 10 своих работников на пути объективности и честности. Турпал Алита Исумов о тех, кто пал во имя мира на родной земле.
Каждый год в республике вспоминают людей, работа которых заключалась в донесении истины до жителей. В регионе чтят память журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Во времена лихих 90-х и начале нулевых на территории Чеченской Республики погибли около 100 журналистов из разных регионов и стран. Из них 26 – это чеченские сотрудники. Мы всегда будем помнить и пронесем через всю жизнь их пример мужества, героизма и выполнения своего профессионального долга. Сегодня здесь собрались родственники наших погибших героев, наших братьев, сестер, наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров говорил, что его оружие – это правда, и против этого оружия бессильна любая армия. Это истина. Против правды бессильно любое оружие или любая сила. И как раз такие информационщики, наши с вами коллеги, в первую очередь отдавшие свои жизни, они боролись за правду, за распространение правды, правдивого слова. По словам помощника главы Чеченской Республики, министра субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, профессиональная деятельность журналистов очень мешала врагам. Нелюди устраивали теракты, в которых помимо мирных жителей гибли представители средств массовой информации, которые просто правдиво показывали текущие события. Именно с таких храбрых лиц стоит брать пример. Он отметил колоссальную поддержку, оказываемую главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым для родственников ушедших представителей четвертой власти, а также действующим журналистам. Это, по его словам, пример большой гордости. После выступления членам их семей передали памятные подарки. Родственники были искренне благодарны за оказываемую поддержку со стороны руководства субъекта. После встречи ветераны чеченской журналистики вместе с официальными лицами направились в сквер, где они возложили цветы к мемориалу памяти погибших сотрудников СМИ. Почтить память ушедших пришли и действующие военные журналисты Управления войск Национальной гвардии по Чеченской Республике. В семье Тимура Хаджиева в пору двух военных кампаний также произошла беда. Его брат Рамзан на момент гибели работал руководителем корреспондентского пункта на телеканале ОРТ по Северному Кавказу. Ныне это Первый канал. Рамзан очень любил свой народ, очень любил свою профессию, профессионально относился ко всем своим к работе. И был очень бесстрашный. У него была возможность, его отзывали в Москву, он не уехал, до конца был со своим народом. Это люди, которые до конца выполнили свой долг из-за того, что очень любили свой народ, я еще раз повторяюсь, любили свою республику. Большой утратой для региона стала гибель Саид Хусейна Царнаева, известного в России и за рубежом фотокорреспондента. Впервые взял камеру в руки в начале 90-х, оставив после себя много хроники. Сначала разрушений, затем восстановления Чеченской Республики. А до этого Саид Хусейн работал в сфере культуры. В последние годы давал уроки хореографии чеченским танцевальным коллективам. Больше всего он любил горы и не упускал возможность посетить их и сделать заветные кадры, рассказывает его сестра Роза. Фотография – это сложное искусство, говорит. Ты сможешь? Ну, не думал, что смогу, научусь, говорит. И вот так пошло, поехало, и так остался он. Каждая фотография, которую они публиковали, он доволен был. Потом посылал много, все фотографии публиковали. Никаких проблем не было, он без конца ему заказывали материалы. Но помимо того, что ему заказывали, он без заказов целыми днями в городе снимал. Все объекты снимал. Все это самое, которые строились, которые разрушены, все снимал, у него огромный архив. Профессионалы своего дела внесли огромный вклад по освещению тех или иных событий на территории субъекта, и сегодняшнее поколение вдохновляется их подвигами, чтобы быть такими же сильными. Этот день служит напоминанием о мастерах слова, отдавших свою жизнь за свободу и право общества на достоверную информацию, от тех, кто каждый день, рискуя жизнью и понимая всю опасность, продолжал работать во имя справедливости и правды. Турпа, Лолита Исумов и Аслан Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В Росгвардии почтили память военных журналистов ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей. Среди военных корреспондентов, не вернувшихся из командировки с зоны боевых действий, офицер пресс-службы ведомства полковник Сергей Постнов. С начала СВО он выполнял служебно-боевые задачи, работал на линии фронта, прорывался в Гостомель и был образцовым офицером. За свой ратный труд отмечен государственными наградами. Сергей туда поехал как бы для взаимодействия, в том числе и с прессой, как сотрудник департамента по взаимодействию со СМИ, с Росгвардией. В общем,
Но получилось так, что обстановка была тяжелая, гражданской прессы там не было. Соответственно, приходилось выполнять задачи, которые ставит вышестоящее командование. Различные задачи. Ситуация такая, что на войне, тем более, говорю, старший офицер, если у него там он свои прямые обязанности не совсем выполняет, да, его могут получать другие задачи, абсолютно различные. Вот, в том числе и приходилось ему выполнять. Не боялся решать вопросы, и самое главное, что он не паниковал. Родственникам бойцов, погибших при исполнении служебных обязанностей, вручили медали Героя Чеченской Республики. Указ о награждении военнослужащих посмертно подписал глава республики Рамзан Кадыров. Из грозненцев их получили семьи Валида Цамаева, Ибрагима Ахматханова, Ислама Тарамова. Валентина Гусевская расскажет, кого еще наградили. Каждый, кто сражается за Родину и правду, уже является героем. По указу главы региона семьям-участникам специальной военной операции вручили медали Героев Чеченской Республики посмертно. Заслуги перед народом и государством, личное мужество и храбрость, героический подвиг, послуживший ярким примером доблести и отваги, присвоит звание Героя Чеченской Республики посмертно Цамаеву Валиду Мусаевичу. За каждой медалью своя история. Взвод под командованием капитана полиции Валида Цумаева вступил в боестолкновение с вооруженными силами Украины. Оставив своих товарищей в укрытии, Валид первым пошел на разведку. Получил смертельное ранение, но успел предупредить товарищей об опасности. Цуна хознея санджода зодия шура ахвой спецоперация дайоли дух ханяли дона аравала шаухом контролдела давона узбюхали духакавикш иштақилна у дахтарана пачводона нохчи ом онагайлошл ординела цуна хознея санджода золаду ахбоқйог ам боқицахила ахтяхна халқуш болчана цуна дозол хилдош مثلا خیدوش اخبار لامسن عمولی داخلتی نه مسو زمان جو حدی که نقاست خلا تندین جو عوش دوار إذا خلا دو نوع دو دلع دانا دون الله دولش يح دولش غلق دولش قون خلا يوش ودانا بچو خوکی پر پیشل دیش اخلاقی دی دوار میلچونه ایرس دیز وزیسی لاول زده لو دقیق خن بول بگی قون خواشی از وقت قبل دل خزین چند دل مارشال دل اخبارشون داشت دل تا دل مقلادانه بچه‌تیش می‌نا واسیدو قوی خلق نه مخ نه وش می‌تعدانه چند سکندن تایسین واشقار داشت. В глазах членов семьи героев, несмотря на печаль, видится гордость. Сержанта полиции Ибрагима Ахматханова с СВО очень ждал старший брат. Он верит, что его гибель была не напрасна. دوق قومي وقاعد تشينسكا ريسبوبليكا على رسوم دوق دزال دوتا أنا تيجي مال دون الدوش يحيوش وناخوش خلو تون اسمه تيك دعوان عشان دون ساقتنا زع أمال دوش وقوة وشخلة رتر ساقتنا تأخذون تيجي عش توالر نستله دلاز وتقبل دول تون تيجي دعمل والوش ويبجر شيء دلاز وتقبل دول تران تيجي دعمل والوش ويبجر شيء ريتسمان شتولا مستدير دول. В префектуре Висаитовского района посмертно наградили Ислама Тарамова. У старшего сержанта остались жена и 4 детей. Сдерживать эмоции им крайне сложно. Традуаг хастгэрч, традуаг ецгэрч лил штол. Даг мен лечуна, дал шид вахдойл зэндэ. Вай пачхайна. Дэл рейс хэл дал шид вахдойл. Традуаг дохал мен лучуна, дог хастгэрч лил шуиз. Дал ал шуил зэндэ. Среди них добровольцы и служащие со всей республики, которые одними из первых вызвали сражаться за справедливость. Наградили семьи участников СВО в Шалинском, Веденском и Очхой-Мартановском районах. Таблички памяти героев Чеченской Республики разместили возле домов, в которых они жили со своими семьями. Они отдали жизнь за свободу и свою страну, а самопожертвование и отвага героев не остались незамеченными. В сердцах родных и близких память о них останется навечно. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика.
Ясин Закриев утвержден на должности председателя Счетной палаты республики. Ранее он являлся заместителем руководителя данного ведомства. За время своей трудовой деятельности проявил себя грамотным специалистом, способным эффективно решать поставленные задачи. В ходе 60-го заседания парламента спикер Магомед Даудов отметил, что под его руководством Счетная палата достигнет еще больших положительных результатов во благо региона. Безопасность на объектах воздушного транспорта обсудили на совещании, прошедшем в Министерстве транспорта, связи и цифрового развития. Участие в нем приняли руководители северокавказских аэропортов, их заместители и советники авиационной безопасности. Встреча прошла под председательством начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО. Директора выступили с докладами, где подробно рассказали об обеспечении безопасности своих воздушных гаваней. Мы всегда на чеку. Мы установили дополнительные камеры даже по периметру и привокзальная площадь, и по въезду. Купольные камеры стоят у нас, все записывают, все смотрим, мы видим все, наблюдаем. Все время и передвижные посты тоже у нас стоят там. Да, при малейшем там даже намеке на какое-то происшествие сразу же в готовности находятся специальные службы, которые могут все перекрыть. Поэтому пассажирам бояться нечего. В основном на встрече обсудили вопросы по организации охраны объектов аэропортов, провели анализ состояния пунктов досмотра, их оснащенности техническими системами досмотра и видеонаблюдения, подвели итоги уходящего года и наметили новые планы на предстоящие. В целом получился очень конструктивный диалог. Сегодня это можно говорить как диалог власти и бизнеса. Мы здесь одни участники совместно должны смотреть за транспортной безопасностью на этих объектах. И мы сегодня выработали определенные решения. Эти решения не позволят в дальнейшем говорить о том, что наш пассажир, который будет прилетать на территорию Северокавказского федерального округа, он будет находиться в безопасности и чувствовать себя комфортно. Многодневное голосование на выборах становится в России традиционным. Совет Федерации назначил 8-е выборы президента с 15 по 17 марта 2024 года. К предстоящему общественно-политическому событию проводится активная подготовка. Запланировано много новаций. О том, какая организационная работа проводится избирательной комиссией республики, расскажет Наталья Депутатова. Количество кандидатов на выборы президента России 2024 года пока точно неизвестно. Подать заявку в порядке самовыдвижения можно не позднее 27 декабря, а от партий до 1 января. В данное время по всей стране активно проводится информирование граждан страны о предстоящем событии. Расскажу вам по секрету. На просторах интернета есть о выборах ресурсы. Сайт открыл и сразу в курсе. Данные о кандидатах, выборов, места и даты, результат голосований избирательных кампаний. Ух, как все технологично! Убедиться можно лично, в интернете посмотрев на портале ЦИК.РФ. Члены избирательной комиссии Чеченской Республики регулярно участвуют в видеоконференциях, на которых сотрудники Центра избиркома в Москве отвечают на интересующие вопросы. Такое взаимодействие позволит провести выборы без различных проблем или заминок. Как всем нам известно, 7 декабря Совет Федерации Российской Федерации на своем заседании принял решение о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в рамках подготовки к президентским выборам на своем заседании приняла календарный план мероприятий, и в соответствии с этим документом Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов, также все территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии будут работать до окончания этой избирательной кампании. На территории Чеченской Республики будут задействованы 510 избирательных участков, постоянно действующих, а также дополнительно будут созданы 12 временных участков. Это на территориях больших больниц и также один на территории
СИЗО, следственного изолятора города Грозный. В ЦИК уже утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в период с 17 февраля по 7 марта. В Чеченской Республике вводится ряд новшеств. Одно из них – информирование граждан о предстоящем голосовании. Пилотная версия стартовала на прошедших выборах 23 сентября в единый день голосования 2023 года, когда сотрудники участковых комиссий по всему региону ходили по домам, раздавали информационные буклеты и рассказывали, где именно в том или ином населенном пункте будут открыты участки. Еще одним новшеством на предстоящих выборах станет то, что продлятся они 3 дня – 15, 16 и 17 марта, чтобы те люди, которые работают посменно, либо в воскресный день смогли прийти на избирательные участки и выразить свое волеизъявление. Информационные материалы в преддверии выборов размещаются и на общественном транспорте. На маршрутных «Газелях» и автобусах появились яркие наклейки. Их полупрозрачность не мешает пассажирам и не нарушает комфортабельность поездки. Таким образом, жители городов и поселений республики также узнают о предстоящем голосовании. Проголосовать можно и не находясь в период выборов по месту прописки, например, в командировке в другом городе, либо в другой стране. Этими моментами тоже занимается Центр избирком Российской Федерации. Отдых может подождать. Потому что он желает в эти дни голосовать. Но ему сказала мама: голосуй в деревне прямо, будь мобильным избиратель. Папа маму поддержал. Я уже на это, кстати, заявление написал. В целом страна и в частности республика активно готовятся к выборам президента Российской Федерации, что определит будущее народа на ближайшие 6 лет. Основной акцент сделан на легитимность. Для этого на всех участках будут присутствовать наблюдатели из активистов Общественной палаты. Наталья Депутатова, Рахман Хаджиев, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась презентация клуба альпинизма и горного туризма. Он является правопреемником работавшего еще в 80-е годы 20-го столетия. На мероприятии присутствовали участники команды и любители горного путешествия. Председатель клуба Рамзан Баканаев рассказал о проекте в целом, их работе и о новых маршрутах. Главная цель – это привлечение молодежи к горным видам спорта и здоровому образу жизни, а также развитие туризма. Туры могут быть разные, в зависимости от локаций, которые мы будем проходить, в зависимости от объектов природного, культурного наследия, которые мы будем проходить. То есть досуг – это места отдыха для туристов, то есть предусмотреть все нюансы, чтобы человек от нас уехал довольным. День инвестора прошел в Москве 13 декабря. Организаторами выступили мэрия Грозного совместно с акционерным обществом «Дом РФ». Мероприятие было посвящено реализации инвестиционных проектов мастер-плана Грозного и стало площадкой для обсуждения инвестиционного потенциала столицы Чеченской Республики. Участие в нем приняли представители федеральных органов власти, а также более 60 компаний из ключевых отраслей экономики, как уже имеющих опыт работы в регионе, так и рассматривающих такую возможность. Основу благополучия сегодняшней Чеченской Республики заложил наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Сегодня Рамзан Ахматович достойно продолжает путь Ахмат Хаджи. Он стал гарантом мира, стабильности и процветания региона. Благодаря поддержке руководства Российской Федерации и мерам, которые принимает глава Чеченской Республики, республика набрала высокие темпы развития и демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития. По итогам последних 2 лет республика занимает лидирующую позицию в оценке эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации. Этот рейтинг составлен по 20 пунктам, в том числе социально-экономического направления, и самое главное – доверие к президенту. Особенно хочу отметить динамику по таким показателям, как объем инвестиций в основной капитал. По сравнению с прошлым годом он вырос на 120%, объем строительных работ вырос на 41%. Показатель ввода эксплуатации жилья в 2023 году достиг беспрецедентной цифры 2 миллиона квадратных метров по итогам 10 месяцев текущего года. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.